Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Доброго дня всем, дорогие друзья, мои братья, сестры, родные, близкие. Я вам хотел рассказать одну историю, которая произошла в одной деревне. Ну, когда уже наступило время совершить хадж, то есть осталось чуть-чуть, и люди собрались в мечети, те, которые должны были поехать, и имам Хатиб, Хазрят, рассказывал, ну, про хадж, что нужно с собой взять, ну, в общем. И в той же деревне жил некий такой мужчина, который всю жизнь, к сожалению, вот так вот пил, в общем, да. И так получилось, что как-то вот он тоже оказался среди них, в общем. Похмелился, наверное, с утра и пошел в мечеть, вот так вот. Люди, естественно, как-то, может быть, не так отреагировали на это все, но тем не менее он слушал их внимательно и тут заявил свое желание тоже съездить в хадж. Друзья, знаете, как вы думаете, вот как он, ну, то есть, как имам Хатиб, как собравшиеся ответили, да, а история закончилась, знаете, вот чем. Конечно же, оставалось, наверное, возможно, где-то около 2 недель до отъезда. Представляете, 2 недели, и у него же, ну, он жил один, пил все время, у него ничего не было, денег, конечно же, нет, но человек хочет ехать в хадж. Ну, естественно, в первую очередь все они, то есть кто собрался, ему решили, ну, конечно же, тихо, мирно, ласково отказать. То есть, мол, ну, там, возможно, объяснили, что пьяницам туда нельзя. Но когда в следующий раз они собрались, и опять в мечети, он опять туда пошел. Он, видимо, знал кого-то, узнал. Он опять спросил у имама Хатиба. Ну, каждый вот так раз, почти каждый день он, ну, грубо говоря, доставал и в основном имама Хатиба, чтобы они взяли его с собой. Ну, и он своего добился, кстати. Добился. Все-таки все люди, как бы, так скажем, грубо говоря, скинулись. Нашли денег, купили ему билет, оформили даже паспорт за короткое время. Ну, и, конечно же, имам Хатиб сказал, чтобы он все это время поставил условие. Он должен до хаджа бросить пить. Если он это сделает, человеку сказал, то его повезут вместе. То есть он совершит хадж. Он согласился, да, он бросил пить, представляете? Бросил пить, там, ну, оставалось, допустим, сколько-то дней, как-то сделали паспорт, купили билет, он поехал вместе со всеми. Но вот когда совершали хадж, вы знаете, что есть райские сады в Медине, это, если я ошибаюсь, конечно, поправьте меня, дорогие братья, сестры, но вот он, когда, ну, вот кто был в хадже, помните, наверное, все мы молимся, да, около могилы пророка, саллаллаху алейхи. Вот он тоже дождался своей очереди, вы же знаете, как туда нелегко попасть, надо иметь очень большой сабр. И когда он там молился, знаете, короче, он там умер. Вот именно на том месте. Видите, какая история. Вот. Вот такая вот история случилась. Пусть земля будет пухом. Я не знаю, как это сказать. Я когда первый раз это где-то прочитал, что ли, слышал, я был просто как-то... Если Аллах Тааля кому-то откроет путь, хадж, он это обязательно сделает. Поэтому я всем, конечно же, у Всевышнего прошу, чтобы и вы смогли совершить хадж, и чтобы молились, чтобы все совершали намаз. Это
конечно же, в первую очередь. Всем доброго дня. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.